Традиция ариев осетин. Часть 2. Традиция греческая передача, а с осетинского передай адет, а в исламе адат тоже традиция. В небе есть иерархия. Пастинский человек – это адай-маг. Адай по уровню он был маг, посвященный адай-маг. Адай по уровню, а ад по-осетински – это свойство, это вкус. Это, я считаю, в духовном плане это уровень. А в русском слове очень тоже важное – чело века, лоб века, а на лбу находится третий духовный глаз. Уровень нашего развития сегодня человек. Осетины изначально крестились треугольником. Третий глаз духовный, потом правое плечо, левое плечо, вот треугольником крестились. И такие треугольные пироги, треугольник с точкой в середине, это есть всевидящее око в масонских ложах. Это есть, взяты они, конечно, были у древних египтян, потому что у древних египтян этот треугольник с точкой в середине, он назывался уджат. Уджат. И треугольник один треугольник, треугольный пирог, он обозначал духа просто. А 3 треугольника, 9-конечная звезда, это образ Святого Духа. А в Древнем Египте он назывался треугольник Уджат, что с осетинского говорится «Святой Дух». На 7 частей режется. Я сказала, что это символ мужской 7. И в осетинском этот счет Авдавды 49 святилищ, 49 тостов за столом раньше произносили. 7 × 7. Осетины знали, что душа находится на экзамене Авдавды 7 недель. И делали 7 суббот. Суббота у нас поминальный день, в отличие от евреев, у них день покоя, молитв, а у нас день поминальный. Мы вспоминаем своих ушедших туда и держим с ними связь. 7 суббот – это 49 дней. Правильно надо делать 49 дней. Не 40, как делают осетины, взяв это у христиан. Язычество – это сила и красота. Язычество поднимает и дух, и самооценку, и воспитывает собственное «я», дух. Владимир Истархов. Удар русских богов. Вода – это крещение нижнее, первая ступень посвящения, а огонь – высшее посвящение. Видела передачу недавно, и там батюшка, значит, сказал, надо убрать священный огонь с могил. Потому что, говорит, это языческий обряд. Абсолютно правда. Это обряд язычников, огнепоклонников. А когда умирает человек, осетины на 2-й день на его могилу разжигают маленький костер. Обязательно. А когда после Нового года праздники проходят, и идут вновь умерших, перед каждым домом зажигают большой костер, и он посвящается тем, которые в этом году ушли. У Коста есть даже такое стихотворение. Сказал: «Не смерти боюсь я, но кто же разложит костер на могиле моей?» И в этом есть опять-таки язычество, огненное поклонение. Кроме скифов, на понте Эвксинском нет просвещенных и мудрых народов. Ни у какого другого племени нет знаменитого ученого, подобно скифу Анахарсису. Скифы упорно избегают чужеземных обычаев. Геродот о скифах. После каждой молитвы у осетин стоят мужчины и делают омен. Идет рефреном вибрация, которой была сотворена Вселенная, Ом. Амен – это мен, мон, дух. И получается, дух божественный, через всю молитву идет рефреном. Дух божественный. Похороны, свадьба. Все было связано, костюм невесты. Все было связано с этими знаниями. Словом, вся традиция осетин, она связана именно с теми знаниями, которые принесли арии на землю. Вот осетинский главный танец чим-то, он содержит круги, свастику, кресты содержат. Все движения танца, они расписаны бывают, что зачем идет, что как идет, и идет
вязь такая идет из этих символов. И это тоже была медитация своего уровня, медитация. Миллер, который прокричал «Эврика», скифский язык жив, это современный остинский язык, он сказал, что познакомился с нашей традицией, сказал, что щим, танец, это есть вхождение в состояние самадхи. Самадхи и самати. Вот в сохождении весь народ танцевал этот щим. И он был двухъярусный мужской танц, а вокруг круг был женский. Сейчас ребята начали, восстановили танец двухъярусный в Рекуме, а 2 пирога у нас, поэтому после этого пошли бедствия на Осетии. Это не просто так. Миром правят символы. 3 мощных этноса, предки которых обогнули земной шар несколько раз, спасли Европу от разорения, став щитом, как и скифы, между ордами из Азии и Европой, научили европейцев сражаться верхом на лошади, об этом пишет Кардини, итальянец, ставшие во главе многих государств, как строители этих государств. Зиги Один пришел с Кавказа, был во главе с племенем Азиром, 8 сыновей, они приходят в Скандинавию, он становится Одином. В языках закодированы законы космоса и Вселенной, человеческого бытия. Елена Газданова. Мы и вечность. Во-первых, надо менять мышление, обязательно. Надо следить за своими мыслями, потому что сегодня своими мыслями, делами и словами мы сотворяем свою будущую жизнь. По поводу нашего будущего Махатма сказал Синиту: когда ваша 5-я раса достигнет зенита своей физической интеллектуальности и наивысшего уровня своей цивилизации, дальнейшее ее развитие в рамках этого цикла станет невозможно. Ее продвижение в сторону абсолютного зла будет остановлено. Но факт, что Россия – это свет – соответственно, сегодня Россия и на полях Украины сражается свет и тьма. И вот сказали, продвижение это будет в сторону абсолютного зла, и это будет остановлено. Почти каждому хочется, чтобы ему сказали, что делать. Люди каждый день выспрашивают у меня надежные рецепты. В действительности, рецепт защиты самих себя от зла унаследован нами от древнейших нравственных и духовных традиций человеческой расы. Никому не причиняй зла, отдавай всем то, что по справедливости принадлежит им. Имей хорошие мысли, совершай добрые дела, будь терпелив во всем и верь во вселенское могущество, сосредоточенное в источнике жизни. Мэнли Палмер Холл. Слово к мудрым.